приемную кампанию в Башкирскую академию государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан обсуждаем прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами ректор академии Данияр Абдрахманов. Данияр Мавлиярович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в чем особенности приемной кампании в этом году, повлиял ли коронавирус на формат общения с абитуриентами? Безусловно, коронавирус внес свои коррективы в приемную кампанию. С 5 числа мы будем принимать документы только в дистанционном формате, хотя... С 5 июля? С 5 июля. Хотя и до этого у нас был организован как очный прием документов, так и дистанционный. У нас на сайте в очень удобном формате, в личном кабинете, без каких-либо проблем наши уважаемые абитуриенты могут подать документы дистанционно. В чем еще есть особенности в этом году? Академия бурно развивается, мы набираем на новые направления подготовки, на новые профили и, безусловно, ждем наших студентов на следующее направление. Это экономика, юриспруденция, менеджмент, государственное муниципальное управление, политология и психология. Программы как по бакалавриату, так и по магистратуре. Как вы считаете, почему выбирают БАКСУ, да, кто ваши абитуриенты и что дает диплом БАКСУ? БАКСУ – это единственный специализированный вуз на территории нашей республики, который целенаправленно в течение уже 30 лет готовит кадры для государственной и муниципальной службы. Ровно 30 лет назад было подписано распоряжение о создании академии. И за эти годы подготовлено порядка 10 тысяч гражданских, муниципальных служащих, кадров для бизнеса, которые представлены сейчас, наверное, во всех органах власти, во всех муниципалитетах. Та работа, которая была за 30 лет проведена, она отмечается на самых высоких уровнях. Наши выпускники, начиная с нашего уважаемого премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова, сейчас у нас проходит обучение, например, министр торговли и услуг Алексей Николаевич Гусев. В этом году у нас тоже есть очень много заявок, я вот так даже проанонсирую. У нас муфтий нашей республики Айнур Бергалин к нам будет поступать в аспирантуру, а владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский в магистратуру. Это вот помимо тех государственных и гражданских служащих, мы видим, что у нас и духовные лидеры, и представители бизнес-сообщества понимают то, что вот в условиях турбулентности, в условиях непредсказуемости и необходимости принятия каких-то нестандартных управленческих решений. Вспомним ту же ситуацию с коронавирусом, какие она коррективы внесла во все сферы нашей деятельности. Приходит понимание, что как раз-таки в академии есть очень сильный кадровый состав, разработанные меняющиеся программы образовательные, которые позволят не просто овладеть теорией, но и практикой, как раз-таки из уст представителей как академического сообщества, так и практиков. У нас очень хорошие, тесные связи с органами госвласти, с муниципалитетами, с нашими министерствами, ведомствами, научными организациями. И это позволяет нашим студентам давать самые современные знания, практикоориентированные. Нужно сказать, что существуют в Академии очень интересные проекты. Так называемая президентская программа, которая существует уже порядка 20 лет для бизнес-сообщества. И по программе «Стратегический менеджмент» мы его подготовили тоже уже более 2000 человек для экономики нашей республики. Если поподробнее про президентскую программу, как туда попасть, да, и в чем ее отличие? Буквально сегодня у нас был последний день приема документов. Это очень интересная программа, которая позволяет представителям реального сектора экономики пройти обучение, и они сами говорят, что вот не ожидали того, что вроде как все знают. Там, вы знаете, очень у нас такой интересный контингент, там и директора заводов, там представители тех или иных предприятий, которые работают на территории республики, и они вот вроде как считают, что все знают, и теорию, и практику, причем на самом высоком уровне, но на нашей площадке они получают новых друзей, новые знания. Я вот присутствовал на
всех выпускных экзаменах и вижу, что действительно глаза горят, и получилось нам дать им что-то такое новое, интересное, что они буквально сразу же уже начинают использовать, ну, безусловно, на благо экономики республики, на благо нас всех. Возможно ли обучение на бюджетной основе и что по коммерческой программе обучения? Пока у нас обучение реализуется только на коммерческой основе, мы планируем со следующего года также получать бюджетные места. Если говорить про стоимость обучения по программам на коммерческой основе, то здесь у нас стоимость по большинству, наверное, программ чуть ниже, чем в аналогичных вузах и России, и нашей республики. Угу. Имеется ли у БАКСу лицензия на предоставление услуг и государственная аккредитация? Безусловно, мы имеем все необходимые лицензии. Государственная аккредитация выдается диплом государственного образца, который, безусловно, ценится не только на территории нашей республики, но и на территории всей страны. У нас выпускники также работают по всей стране. Данияр Мавлерович, очень насущный вопрос. Это жилищный вопрос, как обычно, да, на время обучения. Помогаете ли вы студентам с этим вопросом? Да, проблема с общежитием, она решаема, мы ее решим, при необходимости общежитие будет предоставлено. По поводу трудоустройства, как обстоит дело здесь? С трудоустройством у наших выпускников нет проблем совершенно. Я вам скажу даже больше. Вот регулярно, наверное, еженедельно на мое имя поступают письма от тех или иных министерств или ведомств республиканских с просьбой предоставить на работу наших выпускников. То есть мы размещаем эту информацию на нашем сайте. Почему так происходит? Наши студенты действительно востребованы, те знания, которые они получают, нужны и действительно за ними охотятся. Наши преподаватели принимают участие в работе конкурсных комиссий тех или иных министерств и ведомств. Ну и понятное дело, что зная своих студентов, своих выпускников, они, безусловно, также их предлагают на те или иные должности. Возможно ли обучение в дистанционном формате? Безусловно, сейчас мы и при выполнении государственного задания по обучению государственных муниципальных служащих сталкиваемся с тем, что не просто большой объем работы, но и необходимость постоянного присутствия на своем рабочем месте. Обращаются с письмами, мы позволяем это делать в удобном дистанционном формате. Я даже скажу больше, мы сейчас активно развиваем нашу электронную платформу электронного образования. И в ближайшее время перейдем к такой интересной модели бимодального обучения, когда сохранится и традиционная модель обучения, и полностью будет продублирована модель электронного образования, которая позволит студенту переходить, скажем так, из одной модели в другую по мере необходимости. Проблемы там со здоровьем, может быть, да, какие-то рабочие моменты, может быть, просто человек куда-то на отдых, в командировку поехал. Абсолютно не будет никаких ограничений, и я думаю, человек даже получит больше пользы. Это вот то, что касается основных программ. Если мы говорим про дополнительные программы, курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, уже записаны уникальные курсы, которых нет даже у нас в России. Я уверен, что они будут пользоваться огромной популярностью, может быть, десятки, если не сотни тысяч человек их увидят и посмотрят. Я надеюсь, мы вот осенью эти наши уникальные достижения презентуем, покажем и, безусловно, всех ждем к нам на обучение. Угу. Ну, вы уже затронули тему 30-летия БАКСу, да? В четвертый десяток с какими планами вступаете? Безусловно, планов очень много, система образования очень динамично меняется, сфера управления требует новых подходов, молодежь, нынешняя молодежь не согласна на традиционные модели, в том числе молодежь амбициозна, она гораздо раньше говорит о том, что готова управлять, готова брать на себя ответственность по решению тех или иных проблем. Вот мы к этим всем вопросам готовы. И вот если мы говорим в том числе про журналистское сообщество, на прошлой неделе подписали соглашение о сотрудничестве с агентством по делам печати. Готовим очень интересную, такую необычную новую программу для журналистов. Я думаю, ваши коллеги с удовольствием ее оценят. Ну, подробности в чем?
Подробности в том, что журналисты, и пишущие журналисты, и журналисты, которые непосредственно общаются с населением, которые доносят важную информацию, должны также получить новые компетенции. Какие? Как работать с современным населением, с молодежью, с пенсионерами, как конкурировать с социальными сетями теми или иными, как конкурировать вот с этой информацией, которая сейчас, сейчас же во многом клиповость мышления, какие-то короткие ролики, где-то неглубокая аналитика. Вот как при всем том, чтобы сохранить вот эту глубину, да, но и дойти до максимального количества потребителей, наших уважаемых читателей, слушателей. Спасибо большое, Данияр Мавлиярович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан. Все подробности можно узнать в приемной комиссии вуза. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Спасибо.